Рауль Валерьевич, расскажите о том, как обстоят дела в Гудаутском районе. Вы приступили к должности главы администрации несколько недель назад, но тем не менее, я думаю, за это время вы вникли в суть существующих там проблем и в суть тех вопросов, которые были решены. Я бы хотел, чтобы вы об этом рассказали. Добрый день, Аслан Георгиевич. Да, несколько недель, как я уже работаю, исполняющий обязанности главы администрации Гудаутского района. Хотел бы поблагодарить моего предшественника, я отчитываюсь за 23 год. За время его работы я готов предоставить все данные, отчеты, как исполнялся бюджет, его расходная, доходная часть и так далее. Хотел бы начать так с общей справки, сказать, что численность населения в Гудаутском районе составляет 38 тысяч человек. Из них 10 тысяч человек – это население, которое живет в городе Гудаута и Новый Афон. Остальные 28 тысяч человек живут в селах наших, 22 села. Вот. В основном рынок труда у нас составляет трудоспособного населения около 22 тысяч человек, но заняты в административно-территориальных единицах численность населения, которое работает в частном секторе, составляет 3800 человек. Такие у нас показатели. Средняя месячная заработная плата 11 тысяч рублей у нас в государственных организациях, а 12 тысяч рублей вот мы вышли уже в прошлом году только. Да. Остальные цифры в средняя заработная плата в частном секторе 15 тысяч рублей доведена. Вот такие за 23 год показатели. Значит, у нас 6 детских садиков, у нас 29 школ. Важные тоже показатели в сфере туризма. Число коллективных средств размещения у нас 226, койко-мест 2400. В целом показатели бюджета за 2023 год. Доходы собственные 322 миллиона рублей, субсидии 284 миллиона рублей и в целом составляют за прошлый год 762 миллиона рублей 2023 год. План у нас на 2024 год. Доходы 326 собственные, субсидии 228, они немного сократились по сравнению с 2023 годом, и дотация 152 миллиона рублей. Итого доходная часть бюджета Гудаутского района составляет 707 миллионов рублей. У нас полностью расписаны, какие виды расходов Гудаутский район планирует. В основном, конечно, это заработная плата. У нас 3 в сфере здравоохранения объектов. Это Гудаутская больница, она во время ковидного периода использовалась как госпиталь. Вот. У нас Афонская больница и поликлиника города Гудауты. Из резервного фонда президента было выделено около 4,5 миллиона рублей. Деньги были выделены на оказание финансовой поддержки командам, участвующих в первенстве по конному спорту. С вашей помощью и поддержкой каждое село, а села это Звандрб, Шкуланрхва, Джирхуа, Дурыпщ, Лыхны и Ацы, получили поддержку и участвовали в конных соревнованиях. А также с фонда президента была оказана материальная помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия. Здесь оказалась помощь 5 гражданам. Это в основном крыши и улучшение жилищных условий. Рауль Валерьевич, в рамках реализации инвестпрограммы какие объекты в 2023 году были введены в эксплуатацию у вас? Вы знаете, Аслан Георгиевич, что был восстановлен железнодорожный вокзал в городе Гудауты. Это за счет средств Абхазской железной дороги, что является фактом дважды приятным, что это за свои деньги, да, и вокзал восстановлен. Это так, да. Вокзал в идеальном состоянии. В рамках инвестпрограммы были асфальтированы несколько улиц в городе Гудауты. Очень качественно все сделано. По прошлому году в селе Гудзерха селу дали воду?
Значит, вода в селе Гузырхва есть. Она откуда взялась? Тоже, помимо этого, селом Гузырхва еще село Званвиш. Совершенно верно. В рамках данных программ были приняты решения, и жители данных сел имеют устойчивое постоянное водоснабжение. Так? Так точно, все правильно. Значит, нам Гузырхвемский водопровод было выделено 15 миллионов рублей, на Званвирский водопровод было выделено 36 миллионов рублей. Ходили вокруг этого разного рода разговоры, собирались люди, не все верили в то, что это произойдет, но по факту это произошло. Так или так? Ко мне приходили сельчане, я уже выезжал тоже на место. Вижу, как это все работает. Реально вода в кранах есть у людей, и люди довольны, благодарят за ту работу, которая была проведена. Там десятилетиями не было воды. То есть воды не было в селах этих вообще. В Званвише вообще никогда не было водопровода. Люди радуются. Хорошее такое давление воды поступает ко всем домовладениям. В этом году мы займемся еще решением данной проблемы в селе Отхара. Часть жителей села Отхара не имеют воды, и мы эту проблему в этом году должны решить. Это так, чтобы вы были в курсе. Соответствующее обращение было в мой адрес сделано еще в прошлом году осенью. И есть соответствующая реакция, вы это возьмите на контроль. На что хотел бы обратить ваше внимание. Я говорил всем главам, хочу сказать вам, в том числе реализуется программа строительства спортивных площадок во всех школах Абхазии. Свяжитесь с министром просвещения, свяжитесь с министром финансов и ситуацию применительно к вашему району берите под контроль. С определенной периодичностью, если какой-то сбой произошел, там должны быть планы, графики работ составлены. И если какие-то отклонения будут, информируйте меня об этом. Потому что эта задача очень важная, и мы должны в рамках текущего года ее выполнить. Александр Ильич, вы имеете в виду строительство мини-стадионов? Да, спортивных площадок, мини-стадионов. Вот здесь у нас тоже это отмечено. Строительство мини-стадиона Отхара, строительство мини-стадиона Куланырхва, строительство мини-стадиона Хуап. Нет, во всех школах мы это будем делать в этом году. Не только в этих селах, во всех школах мини-спортивные площадки. Так мы определенный набор спортивных снарядов. Мини. Это надо сделать везде. Равилович, еще район ваш развивается в плане туристическом, большой поток людей. Поэтому мы с вами говорили, в каком состоянии должна быть республиканская трасса и прилегающие к ней территории. Вы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям особое внимание обратите на обустройство пляжей, с тем, чтобы там были созданы условия для безопасного отдыха, чтобы не было случаев, связанных с гибелью на воде и так далее. Это очень важно, чтобы люди себя чувствовали безопасно и комфортно. Ну и задача номер один – это создание рабочих мест, это привлечение инвестиций в район. В этом плане вы ничем не ограничены. Это направление работы обозначили для себя как приоритет, потому что привлеченные инвестиции – это развитие экономики, это новые рабочие места, это решение и экономических, и социальных проблем, в том числе такой важной проблемы, как проблема, связанная с убылью населения сельского, с тем, чтобы сельчане не уезжали из сел в город. Их надо как-то обеспечить работой. Об этом надо думать постоянно. Слава Георгиевич, приоритет – это чистота нашего района. Мы часто об этом говорим со службами ЖКХ. Проработали план мероприятий, дорожную карту с Абхазавтодором. Мы совместно работаем над этим. Трасса у нас будет чистая. Люди должны приезжать и видеть. Чистая, освещенная, с дорожной разметкой высокого уровня, чтобы было приятно по ней ездить. Да, помимо этого и город, и села. Сейчас мы смотрим, где какие установлены баки, где их нет. Советуемся тоже с жителями, потому что участие жителей очень важно. Без них тоже будет очень сложно реализовать такой план. Что касается туризма,
Значит, это тоже в приоритете у нас стоит. У нас достаточно красивые пляжи, красивые места. Вот. И мы сейчас смотрим те объекты, которые стоят на налоговом учете, те объекты, которые не прошли перерегистрацию. Стараемся привлекать ну, вот в наш район максимальное количество людей, те, которые хотят работать в районе. Создаем им условия, комфортные условия. Для этого у нас все есть. Здесь у нас реализуется еще программа по сельхознаправлению. И сельчане очень плотно обращаются, создают заявки, обращаются к администрации. И мы эти заявки уже перенаправляем сюда. По этой программе очень так, достаточно она интересная, развивается, и практически все наши села в этом задействованы. А сколько программ реализуется в рамках взаимодействия с Минсельхозом на территории вашего района? За 2023 год было направлено на около 50 миллионов заявок. Какие-то программы уже действуют, какие-то еще в процессе обработки. Но это тоже приоритет о том, о чем вы говорите, чтобы в село люди не уезжали, им надо чем-то заниматься в селе. Соответственно, у нас сегодня на нашем гудаутском рынке килограмм нашей местной фасоли стоит 600-700 рублей. Но можно производить ее в наших селах и поставлять на гудаутский рынок. Также и овощи, также и фрукты. У нас, к сожалению, с этим пока не очень складывается хорошая обстановка, но я думаю, что вот с этой программой, та, которая она сейчас реализуется, если мы в полной мере и будем смотреть, как она будет развиваться, если она правильно будет работать, то гудаутский рынок и наши туристические объекты получат. Эта программа важная, но, скажем так, она не такая масштабная, как нужно было бы для нужд экономики вашего района. Вот вы назвали такие цифры: количество мест размещения и койко-мест, и средняя заработная плата в небюджетной сфере. Вы там внимательно посмотрите. При таком количестве мест размещения койко-мест должно быть больше. И 15 тысяч рублей средняя заработная плата в сфере обслуживания — это тоже заработная плата, которая вызывает как минимум вопрос. Вы посмотрите внимательно, возьмите себе в помощники налоговую службу и посмотрите, как обстоят дела с этим. Мы уже провели пару встреч с налоговой службой, запросил все данные объектов, которые стоят на налоговом учете, которые не прошли перерегистрацию. У меня уже есть данные объектов, которые вообще нигде не числятся. То есть, да, это говорит о том, что у нас есть определенные резервы, мы с ними проговорили, и сейчас уже, пока еще не начался курортный сезон, пока еще не приехали отдыхающие, у нас есть время для того, чтобы все это просмотреть, выявить. И у владельцев тоже есть время понять, что они допустили нежелательные ошибки, и исправить это. Надо предупредить, поставить на учет, и субъект экономики должен платить то, что он должен платить государству. Это как бы неотъемлемое правило цивилизованного подхода. Поэтому на это обратите внимание. Гудаут — это уже это Западная Абхазия, это регион, в котором люди живут в достатке. И это очень хорошо. И это очень хорошо. И инвесторы туда идут с большим удовольствием. Это в Восточную Абхазию сложно. А что касается Гудаутского района, Гагарского района, это лучшие территории. Поэтому работа с ними должна носить все-таки системный характер. Крупное предприятие, предприятия в области сельского хозяйства, предприятия, связанные с приемом, размещением гостей. Это все надо развивать. И еще один такой вопрос, на который вы должны обратить внимание, это состояние соблюдения норм экологии. Вот касаемо вашей территории вдоль реки Бзыбь, надо с определенной периодичностью мониторить, что происходит. Не дай Бог, если мы навредим этой реке. Это не просто река, это не просто какой-то водоем. Это наша культура, это наша духовность, это наша история. И вода должна быть чистой. И антропологическое воздействие там должно быть минимальным. Надо проследить за тем, чтобы у всех были очистные сооружения. Все предприятия, которые находятся вдоль берега реки Бзыбь. Бзыбь должна быть зеркально чистой, как она и была, как мы к ней привыкли.
ради чего к ней и приезжали. Вот рейдовые мероприятия. И в других местах, прилегающих пляжная территория, другие речки. Очень много нарушений, очень много злоупотреблений. И с этим надо действовать соответствующим образом. Александр Юрьевич, у нас есть полные данные, кстати, я не знаю, как в других районах, по сельскому хозяйству. Есть и количество крупного рогатого скота, да, где, в каких селах, в каком количестве, вот, сколько дойных коров, какое количество птицы, где какие саженцы, хурмы. То есть это очень хорошие данные, на которые можно сейчас опираться и которые можно учитывать. Поэтому вот хотел бы сказать, что из 22 хозяйств у нас 22 тысячи голов крупного рогатого скота. Сколько? 22 тысячи. И из них 8 тысяч это дойные коровы. Задач много, их надо решать быстро и эффективно. Вы человек опытный, вам это должно быть интересно, это ваш район. Многие говорили, что это не ваш район, вы должны доказать, что это ваш район и что вы его любите. И будете на него работать. Так? Все верно. Ну все, благодарю за службу. Спасибо.